были с летальным выходом, еще 2 были опять неудачными. Это примеры с Владимиром Карамурзой, оппозиционным активистом, и с Дмитрием Быковым, журналистом, писателем, который тоже, та же самая группа ФСБ пробила новичком, они выжили. Почему это оказывается неудачно? Во-первых, надо рассматривать эту программу тоже как часть развойной деятельности новой постсоветской программы химического оружия. Они разрабатывают новые вещества, они их пробуют на людей, потому что добровольцев нельзя найти. На обезьян нельзя получить именно ту клиническую картину, которая получится на людей. Поэтому мое понимание, что они действуют с целью убить, но даже с пониманием, что они могут неуспешно это закончить,